Здравствуйте всем, здравствуйте, как слышно? Дайте мне обратную связь, плюсики ставьте, как слышно, девочки. Угу. Все, девочки, вас вижу, вас я уже приняла всех. Классно, меня хорошо слышно, да, значит? Угу, угу. Все, все, молодцы. Меня зовут Кумышай Джаникуловна, как вы знаете, да, старший директор компании Фаберлик. Кто меня знает, кто меня не знает. У нас сегодня в гостях Марьям Умарова. Марьям Умарова, кто знает, кто не знает, вы сейчас узнаете, какая она у нас женщина. Марьям, напишите мне, пожалуйста, я вас не вижу. Ага, все вижу. Ой. Вау, какая женщина у нас Привет, сегодня в гостях. Здравствуйте. привет, Здравствуйте. солнышко, привет, здравствуй. Подожди, я Машаллах, машаллах, какая красота, вот какая аура идет от вас. Я вообще в вообще. восторге, вообще. Как у вас Добрый дела? вечер, друзья. Ассаламу алейкум, добрый вечер, всем привет. Здравствуйте, вот все отлично, только поели, наелись и такие счастливые, довольные. Как у вас Да, дела? да. Хорошо, хорошо, отлично даже, отлично. Вы Ну как откуда? настроение у вас? Я в данный момент в Москве, живу уже как 14 лет, но с родом с Киргизии. Киргизия, получается. Да, да, да. Отлично. Я Киргизия. уже услышала, что это старший директор. Умничка, такая молодец. Я Мгм. очень люблю целеустремленных, успешных людей, знаешь, вот, которые ставят цель. На старшем директоре я спокойно сидела. И вот я стала старшим директором, и я думала, все, мне эти деньги хватает, в принципе, на жизнь. Там учительская зарплата у меня, и помимо этого у меня зарплата тут. И думаю, ну ладно, думаю, хватит. Потом у меня уже в команде появился лидер, который шел на директора, и она у меня была такая вот путеводная звезда, которая подтянула меня за собой. Мы с ней вместе начали соперничать. Ну, у нас такая Ага. дружеская вражда была с ней. Мы хотели вместе выходить на сцену, и чтобы вместе нас поздравили с нашими званиями. И вот только тогда я начала двигаться вперед, идти вперед. И только тогда я вообще поняла, что есть еще и серебро, и золото, и так далее, и другие звания. Мгм. Машаллах. Вообще классно, да? Толчок снизу было, да, значит, у вас Да, да, вот получается? свой же директор, свой первый консультант, лидер, свой первый директор, так скажем. Вот она стала Ага. директором, потом мы с ней вместе закрыли звание старшего директора и уже поставили цель на серебро. Очень тяжело было мне делать серебро, потому что я выбрала девочку, свою же сестреночку двоюродную, и во что бы то ни стало, мне нужно было делать из нее директора. Вот такая цель была. Было прям очень тяжело это делать, потому что она не понимала, что она хочет, и что от нее хотят тоже. А Вот. скажите, а сейчас она в каком звании? Вот Серебро. Сейчас она серебро? серебро.
Мгм. А у вас только одна сестра, да, получается, в семье? Двоюродная, нет, это двоюродная сестра, это мой первый новичок Фаберлик на А, земле. Вот ну, первый новичок, которого я зарегистрировала. Я ее зарегистрировала, и у нас такая интересная ситуация была, что зарегистрировала ее, я ушла из Фаберлик. Я ее а, зарегистрировала и оставила ее тут, и сама ушла. И я ей тоже говорю, оставь ты это дело, лохотрон, вообще не получается. У меня не получилось, говорю, у тебя тоже не получится. Вот знаешь, я сейчас все понимаю. Я понимаю отмазки людей. Я, в принципе, прошла через все. Я отмазывалась наставнице. Я ей говорила, что у меня телефон украли, что у меня это случилось, то случилось. Хотя ничего подобного со мной не было. Просто я боялась начинать, боялась идти к мгм. своей цели. Я вообще не понимала, что я хочу. Вот был такой момент в моей жизни, когда я вообще полностью потерялась. Мне нужны были деньги, но я не понимала, как это делать. И что делать. Вот не было конкретной цели у меня абсолютно, ни задач никаких. Вот просто человек, да, просто по течению. И никак, никаких целей, никаких возможностей передо мной я не видела. Я просто всегда о чем-то думала. Я думала открыть салон красоты. Потом тоже думаю, опять-таки, как моя мама, целыми днями буду занята. У нас просто дома всю жизнь был магазин, я ненавидела магазин. Вот ненавидела. И мне сейчас тоже говорят, у меня есть помещение, мне говорят, почему ты в магазине нет? Я говорю, не хочу, потому что это такое дело, где ты привязана, где ты Ага, должна следить. Если не уследишь, своруют. Если не да, да. уследишь, моментом утечка будет. В магазине всегда есть утечка. Неважно через кого, но там по-любому есть. И потом думала, салон красоты. Нет. Потом думала, буду шить. Пошла, Это в начала какие года на было у вас? швейные курсы ходить. Что? В какие года у вас было это все? Это как вот я работала в лицее. Это было где-то лет 9-10 назад, наверное, где-то. Ага, ага, Где-то понятно. 22-23, вот где-то 24, где-то так. И я тогда, понимаешь, я думала, что нужно что-то делать, но опять-таки я рассматривала все варианты. Я рассматривала и салон красоты, и это, и то, и магазин одежды. И всегда я знала, что я привязана. Вот сетевую компанию я не представляла себе, что это такое. А теперь я и своим детям говорю, вы себе можете, говорю, выбрать для бизнеса только сетевую компанию. Даже Дональд Трамп недавно сказал, когда ему сказали, если бы не президент, если бы ссылку дала, что у меня будет на страничке. Ты у Ага, меня зависла. да, 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 зависло, Все. да. С интернетом Я все есть. слышно, да? Ага, Мгм. Да, уже ага, слышно. все. Ага. И Вот как дальше, раз я не слышала дальше, что было. я уже забыла, о чем мы говорили. Магазин, Э, магазин открыли, или салон Да, да, хотели. да. И вот, уже нормально, да, девчонки, у вас? У Да, всех да, все да, да. хорошо? Да, Поставьте да, да. плюсики. Вот, у меня тут есть Заира Умарова, я вижу в чате. Это моя Ага. родная сестра, это человек, который за 2 каталога сделал звание директора. Э, Она просто работала по принципу 5. Вот 5 человек
которые найдут 5 и те по 5. И вот так она быстро сделала звание директора. Даже 5 и те по 5 уже получалось там почти 2000 баллов. Но за первый каталог она сделала 1500, за второй каталог уже было где-то 3000 с лишним баллов, за 2 каталога сделала. Сейчас... нормально пишут вон девчонки, отлично. Нормально, да, девочки, все слышно? Дайте нам обратную связь. Ага, все. А вот сестра ваша, сейчас сколько она уже? 3 года уже работает, да? Да, она родила недавно. Как я знаю. Можно сказать, что полностью отключилась. И вот сейчас она снова в строю, у нее были тяжелые и роды, и течение, пока беременная была. Но сейчас уже все хорошо, сейчас она уже в теме. Я уже вижу, и в группе активно работает. Но она открыла звание золотого директора. Ага, вообще классно, классно, да? Вот, Да. это, ну, у меня, в принципе, знаешь, вначале у меня родных, знакомых вообще никаких не было абсолютно в бизнесе. Они пришли, когда я сняла первую зарплату. Вот только На тогда результат пришли. все пришли, да? Вот смотрите, Да. вы зарегистрировались, скажите, вот что новички есть, которые вас знают, вас не знают, да, многие, кто знает вас, говорят, что самая богатая женщина в Дагестане, да? Кто знает, а кто некоторые, которые не знают, они говорят, кто она такая, такие вопросы тоже были у меня, поэтому... Да. Самая богатая женщина Дагестана. Да. Пусть Вот. будет их устами. Да, уж круто было бы. Да, знаешь, Вот. богатство даже я не мерю вообще в деньгах, в принципе, сейчас уже, когда ты достигаешь какого-то уровня, ты понимаешь, что деньги это не самое главное, оказывается, было в жизни. И больше, наверное, человеческие отношения, больше команда и больше... Вот сейчас у меня очень много девчонок, которые хотят стать директорами и которые идут к этому званию, и им хочется помогать уже не из того, что у тебя будет доход больше. Об этом вообще уже не думаешь. Вот ты поймешь, когда уже станешь где-то бриллиантом, элитой. Вот когда у тебя будет уже доход, ты уже хочешь помогать другим. И мне всегда, мне когда говорят там, да, оставь ты это дело, отдыхай там больше, зачем тебе это нужно, ты и так получаешь хорошо, у тебя уже налаженная команда, у тебя и без тебя все работают, у меня уже есть лидеры, которые без меня работают. Но когда я была директором, старшим директором и даже серебром, я не могла расслабляться, потому что у меня не было людей, которые работали без меня. Сейчас уже у меня огромная команда, которая работает без меня, в принципе, но все равно я каждый день что-то придумываю, что-то делаю не из-за того, что там мне денег не хватает. Нет, в принципе, знаешь, они никогда не хватают, если так взять. Просто хочется помогать другим уже. Уже ценности другие, уже ты меняешься. Это вначале у меня была цель столы и стулья купить, квартиру купить, там дом построить. Эти мелкие цели. А так сейчас вот, когда тебе пишут, Марианна, там, спасибо огромное, благодаря тебе я стала директором, я изменила свою жизнь, вот ты почувствуешь это попозже, вот тогда ты думаешь, вот, что ты правильно делаешь, что ты несешь что-то, да, вот чтобы человек изменился. Ты уже не думаешь даже о богатстве, о деньгах, и тем более в Дагестане богатая женщина. Да. От многих я так слышала, да. Да, просто Девочки. видишь, так получилось, знаешь, я никогда не думала, что я даже директором стану. Вот никогда, когда я пришла, и когда мне наставница говорила, вот ты станешь директором, и я думаю, какая она наивная, как можно верить в то, что я стану когда-нибудь директором? Я никогда в себя не верила, никогда. Просто, знаешь, у меня отличительная черта какая была от моих консультантов, например. Я каждый день тупо делала одно и то же. Вот каждый день, я не искала всякие системы, я не искала всяких ботов, роботов, которые... Я работала сама и работала просто каждый день.
Вот не было такого, Вручную, чтобы да? я не работала. Чтобы у меня работать, знаешь, сколько времени было? Вот и скажу тебе одно, чем больше занят человек, тем он успешнее и в Фаберлик. Если у него есть основная работа, если он весь день занят, и работая ночами, я сделала Рубин. Вот только ночью у меня были вот 3-4 часа. Я спала 3-4 часа. Вот я не знаю, во что я верила, что мной двигало, но я просто знала, что я и так ничего не теряю. Я 100 баллов всегда делала деньгами других людей. Как я делала? Я делала интернет-магазин в Одноклассниках, Ага. и оттуда рекламировала товар. И, например, в Москве женщина, у меня врачи были из Москвы, которые заказывали продукцию, они заказывали на мое имя. На мое имя они получали товар с 26% скидкой, а на свое с 20% скидкой. И они заказывали на мое имя, я им набивала туда, и деньгами других людей я делала 100 баллов. Почему? Потому что я не могла себе позволить делать 100 баллов, из-за того, что Вот. мне зарплату мне давали в 3 месяца, в 2 месяца 1 раз. А каталог в 2 месяца уже 3 раза. И я могла у мамы брать деньги, если у меня нет заказов через интернет. Но у меня была налаженная команда, нерегистрированные люди, которые покупали у меня. И вот так я делала 100 баллов. Почему 100? Потому что мне хотелось стать VIP-консультантом, чтобы мне от компании шли новички. Вот это и один продукт с 50% скидкой был тогда, сейчас 70%. И новички от компании. А сейчас 100 баллов делаешь в 8 каталогах, да еще мультиповар дают тебе. И пылесос подарили, понимаешь? А тогда не было этого. Тогда хочешь, не хочешь, у меня вот цель была делать 100, чтобы новичков от компании получить. Вот они, которые пришли вот эти от компании, они работают? Открыли статусы? Не все, или ушли? Смотря как ты работаешь с ними. Знаешь, любой человек работает. Любой. Найти новичка — это 1% работы. А 99% это уже как ты двигаешь этим человеком. Это вот новичок такой ребенок, который пришел вот 1 класс к тебе, и который ничего не знает, смотрит на тебя вот такими глазами и улыбается, и все. Да, совершенно верно. И вот в конце года, к маю, уже этот человек и читает, и пишет, и рассказывает, и пересказывает, все делает, который даже букву не знал. Понимаешь, вот так этих новичков ты ведешь. Из них не все становятся лидерами, но это бизнес больших чисел, все и так не будут лидерами, на всех и так не нужно тратить энергию. Для чего у нас есть мессенджеры? Для того, чтобы мы собрали их вместе, оттуда выявятся лидеры уже потихонечку. Но если ты их будешь каждого учить, ты просто потратишь энергию. И не все они будут бизнес-леди, не все они поменяют жизнь, некоторые как были в дыре, так и останутся, но будут лидеры, которые год-два будут идти каждый день к своей цели, и капля за каплей ведро наберется. Вот обязательно. Вот не бывает, чтобы капало и не набиралось. И Аллах помогает тем, кто делает. Нигде не сказано, ты лежишь. Мне многие, знаешь, что говорят? Ой, это судьба, ой, что, Аллах даст, стой и возьму. Он тебе не сказал, лежи на диване, слушай, женщина, и смотри сериалы, я тебе буду давать. Он не дает, он дает только тем, кто делает каждый день. Вот это 1000%, понимаешь? Там другого, второго варианта не дано. И хочется каждую женщину спросить, кто тебе мешает развиваться? Вот кто? Кто тебе мешает расти? Просто люди ждут, сидят. Вот сейчас какие возможности? Все дома, все могут рекрутировать. Но у меня активно команда работает, рекрутирует просто отлично. И им ничего сказать не могу. Но есть же люди, которые просто сидят и сериалы смотрят. Ты знаешь, где вот группа сериалов такие потоки людей набирает? Почему? Потому что тусовщицы, которые сидят на шеях мужей, бедные эти мужья потом, которые должны, они не должны. Ты просто женщина, ты должна думать о своих детях. Мужьям без разницы, что будут кушать эти дети, как они будут одеты. Им главное вот тоже плывут и
плывут. А ты женщина, ты должна взять свою команду в руки и идти вперед. Не то, что команду, свою семью. Свою семью и думать о семье. Я очень много думала о семье. Я очень много просила Всевышнего, чтобы он мне помог хотя бы свой дом достроить, понимаешь? У меня был недостроенный дом, у меня миллиард вещей было тут сделать. У нас даже ворота были из сетки, я мальчикам говорю. Зато у нас на воротах камеры были. Просто могли дверь открыть, и всех видно было на улице. Вот скажите, сколько времени вот прошло, как вы пришли сюда, в компанию? Сколько лет прошло? Директора сделала в течение года. Полгода я не года. работала, а с апреля до сентября я сделала директора. И второй год я была уже старшим директором где-то полгода. Мне комфортно было на этом звании. Я думала, хватает, вот так. Пока не появилась Диана, и с Дианой вместе мы поставили цель идти на серебро, и мы пошли уже на серебро. Сейчас уже, думаю, где-то 8 лет в компании да. Ну, я 8 лет вы такого звания добились, да? Получили на 1,5 звания миллиона. Я добилась, знаешь, в течение 3 лет я открыла элиту. В течение 3 лет. Но сейчас, если бы я пришла, я бы быстрее это сделала. А люди говорят наоборот. Надо было прийти пораньше. Нет, это ерунда. Знаешь, когда я начинала, нужно было каждому доказывать, что это не пирамида, каждому доказывать, что тут хороший продукт, каждому доказывать. Сейчас уже люди знают ассортимент. У нас интернет как сарафанное радио, где бежит наша продукция прекрасная, и где каждый день люди идут, потребители. А тогда я работала через одноклассники. Это, считаешь, такая закрытая платформа, где ты должна каждого человека обрабатывать. Тогда не было мессенджеров. Ой, очень тяжело было. Каждому нужно было звонить, чтобы рассказать об акции. Каждому нужно было... И бац, я хочу стать директором, меня удаляют, понимаешь? Удаляют одноклассники. И вот эти препятствия, их было очень много. Сейчас через WhatsApp даже можно работать. У меня есть директора в команде, которые работали через WhatsApp, открыли звание рубинового директора. Вот сейчас, вчера, сегодня, позавчера у меня новая звездочка в команде, которая звонками работает. Она мне позавчера звонит, она мне говорит: Марьяна, скажи мне, что сказать людям, которых ты вообще не знаешь. Я говорю, в принципе, а зачем им звонить? Она говорит, я хочу им звонить. Я говорю, а что ты им скажешь? Я говорю, с чего ты взяла, что ты будешь именно им звонить? Она мне говорит, я, говорит, позвонила 2-3, и они согласились. И я, говорит, решила, что это мой метод работы, понимаешь? Она не стала заморачиваться с Инстаграмом, она не стала заморачиваться где-то. Она взяла список людей и давай подряд звонить. У нее сегодня где-то 10 новичков. У нее утром было 4 новичка, сейчас она вот, когда я уже макияж... Она в каком статусе? В каком статусе она? Новичок, она вот только начала работать. Да. А к вам как идут новички? Через Инстаграм побольше через или как? Инстаграм, да. У меня все новички идут через Инстаграм. Есть новички, которые идут через YouTube-канал, по разным соцсетям. Я работаю в ТикТоке, я работаю и... ТикТок пока не доработанная платформа, чтобы работать. Я вчера зашла туда и смотрела там лайки, стайла там подряд. И все дети. Но опять-таки они-то вырастут через 3-4 года. Они-то вырастут, поэтому можно там пока начинать создавать хотя бы страничку, оставлять... Заранее дорогу делаете себе. Да. Идти надо много со временем, просто не тормозить, понимаешь? У каждой женщины получится, у каждого человечка получится, если этот человечек знает, что он станет директором. Вот себе в голову положит он. Я будущий бриллиант, например. Бриллиантовый директор — это минимальное звание, которое можно делать. Уже дальше можно идти. Вот минимум бриллиант. Это уже зарплата, которая хватает, где-то 200 тысяч. Это нормальная зарплата уже. Когда вы начали вот бесперерывно работать, за год сколько званий открыли? Сколько званий можно открыть? 3-4 звания. Вот в этом каталоге я открыла бриллиант, в следующем элиту, считай, за 2 каталога 5 директоров. Мне вручали 3-4 чека вместе.
одном году где-то это было, наверное, серебро, золото, рубин. В каком году это? Старший. В 19-м или 18-м? Нет, это было, знаешь, где-то 14-й, наверное. Потому что 14-й я год. уже международного сделала, и мне вручили чек 1,5 миллиона в 17-м году. Вот сейчас я в прошлом году, позапрошлом я родила, в прошлом я была в хаджи, и вот много дел совершила вот за эти 2 года. Вот сейчас, вот как раз вот сейчас я открыла еще новый офис и взялась за бизнес уже по полной. Сколько у вас офисов? 3 официальных офиса, да, 3. Больше не открыла еще. А хочется или не хочется? Нет. Это просто вот чисто ради своей команды открыто. Они тоже не люблю офисы. Это ужасная работа. Это головоломка. Это вот эти блоки, заказы. Это ужас, короче. Нехватки какие-то. Ты думаешь, зачем ты их открыла вообще нафиг? Без офисов я лучше росла. Когда я открыла офисы, у меня бывают даже вот целыми днями на офис уходит иногда, чтобы какие-то проблемы, что-то. Поэтому это убивает твою энергию, забирает конкретно энергию. Поэтому офисы не особо мой конек. Да, общение с людьми, да. Да, я больше люблю работать с командой. Но сейчас, видишь, сидя дома, можно работать, можно прямые эфиры вести, можно раскручивать свой Инстаграм. Сейчас платформа для работы очень развита, и можно работать даже не покладая рук. Просто самое главное — принимать решения и понимать, что ты хочешь, и как ты хочешь. А цель какая сейчас? Какой статус открыть? Цель? Партнер. Иншалла, партнер. Сперва нужно открыть старшего международного, но я в этом году планирую его открыть. И дальше уже партнер, да. 24 директора. Понятно. Но, понимаешь, опять-таки дальше партнера, чтобы идти, это уже тяжело. Но до партнера можно сделать. Это несложно делать. Просто вот эти перепады всякие, вот эти то кэшбэк ввели, то что-то. Если ты не ветки строишь. Если ты уже морковку строишь, можно легко делать. Просто там, видишь, много и негатива остается, что зарплаты маленькие. Вот из-за этого я ненавижу эту морковку. Но а вы как строите морковку, да, получается, помогаете? Я сейчас, знаешь, как начала? Я начала строить сразу по 5 морковок. Ну вот по 5 веток, чтобы было. Чтобы зарплата хорошая была, чтобы негатива не было. Вот я ненавижу просто негатив. Поэтому я ищу все время моменты, где бы, как бы правильнее сделать. И сейчас вот я девочкам говорю, сразу 5 веток начинайте. И развивайте эти 5 веток, и кого найдете, тоже можете туда регистрировать. Новичкам, наверное, тяжело будет 5 веток, я думаю. Нет? Да, знаешь, потихонечку можно вести. Даже 5 веток, это по 600 баллов, считай, что это 5 лидеров. Да, если ты многие не идут до конца, потом эти люди остаются. Но нужно с ними работать, можно акции делать, чтобы они держались до конца. Они держатся, когда акции есть, когда людям интересно работать, они остаются. Заинтересовать, вдохновлять, заставлять человека невозможно. Очень многие говорят: Марьяна, как заставить человека? Не заставишь человека. Только вдохновлять, только мотивировать. И не всех. Вот несколько людей. Тебе не все не нужны 5 человек, которые делают по 600 баллов, ты директор. 5 человек, и зарплата у тебя хорошая. Ты можешь сама объявить акцию, сделай 5. Если ты станешь лидером, получишь золотое колечко. И 5 таких человечков, которые сделают звание лидера, или же старшие консультанты, ну, у которых 300 баллов. Сделай в команде 300 баллов, получишь от меня там 1000 рублей, или там, или что-то, или подарок какой-нибудь, или там... Иногда это не работает, знаете, как лентяям, ждунам это не работает. Да. Я уже сегодня объявила акцию на 100 000.
Но у меня акции работают, просто нужно, знаешь, каждый день их скидывать, каждый день информировать, напоминать, чтобы не забывали девчонки. Когда не забывают, вот я, например, если какая-то акция есть, если я вижу часто, что говорят об этой акции, я включаюсь в эту акцию. Как было с Мгм. Португалией. Вот позапрошлом году это у нас была акция на Португалию, кто полетит. И вот именно на этой акции, когда запустили эту акцию, я просто, когда видела каждую неделю рейтинги, я стремилась уже, я начала работать над этим, я выиграла эту путевку и была, кстати, на первом месте. Вот почему? Мгм. Почему? Потому что я просто поставила себе цель получить эту путевку. Вот просто если я горю, я делаю. Мне надо вот часто гореть, чтобы Ну, еще дальше идти. там, где Дагестан, говорят, что 100 баллов, 200 баллов спокойно делают женщины. Делает, да. Так? Да. Делают. Там 100 10, баллов 20, делают, 30 баллов редко, да, это кто делает? 100 баллов делают, 50 баллов. 25 баллов очень мало кто делает, 50 очень многие делают. 50 делают легко, можно сказать, машаллах. Мгм. 50, Мгм. 50 хорошо делают. Не тяжело. Да, сейчас можно и инфопродуктом, если что-то не хватает, можно добирать. Просто 50, 100 баллов не все делали. Просто сейчас такие акции, промоушены от компании, уже на это лучше идут они, чем Мгм. без подарков. С подарками, конечно, интереснее, мне самой стало интересно. Хотя все время делали 100 баллов, никаких подарков, и тут на тебе пылесос, на тебе мультиповар. Почему бы не делать 100 баллов? Просто Мгм. мотивация должна быть, вот какое-то что-то должно быть, чтобы это делали. Опять-таки не все это делают, но есть команды, где по 10, по 15 человек званий у директора, которые делают по 100 баллов. Но этот каталог у Ага. нас, по-моему, последний для подключения, да, к мультиповару. Да, 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 последний. Вот Этот смотрите, мультиповару, если будет там инфопродукты покупать, часто проходит. дают? Дают, Проходит, проходит? конечно, да, там не указано, инфопродукт тоже, это Я тоже не слышала, 10 000. чтобы там указали, да, я тоже не слышала, не читала нигде, Нет, поэтому, человек отдает деньги, это 4000 рублей. да, Если даже посчитать, что он покупает, этот мультиповар, опять да, да. получается, сколько там, 32 тысячи получается, если Мгм, даже мгм. почитать. Но не всегда же они инфопродукт покупают. Они покупают его иногда, там, если не хватает. А так, в принципе, люди очень любят продукцию Faberlic. У меня вообще инфопродукт вообще девчонки не берут. У нас всегда продукцию берут, потому что все нужное. Вот эти Нет, прокладки чего в стоят, некоторых даже не странах считать. говорят, что нельзя, в некоторых странах говорит можно. Вот такие ограничения тоже я тоже слышала, Я поэтому не знаю, но у сомневаюсь. нас проблем не было. Пылесос, Ага. девчонки, вот я вижу, насчет пылесоса, пылесос у меня вот на первом этаже, он отлично работает. Где плитка, он рассчитан, мне кажется, на квартиры, где на полу плитка. Очень Да, да, хорошо да. убирает. Вот здесь у меня на летней кухне просто отлично убирает. И в Махачкале тоже в квартире полностью все шикарно убирает. А на втором этаже, где ковры вот эти, с такой шерстью, их тяжело убирает. А так Да, да. плитку просто идеально, диваны там прям легко, мальчики быстро-быстро уберут. Удобный он очень. Просто они мне кажется, для плитки рассчитанные, и где плитка очень хорошо прям работает. Нам уже в Турции тоже, да, продлили? До Этот каталог 17. последний. Ну это да, это последний. Да. Это в этой акции все участвуют или только новички? Вот, В какой? чтобы в Турцию поездка мотивационная, которые еще там не Кто подтвердили делал статус. 100 баллов? С 14 каталога кто делал 100 баллов? Для новичков, новых людей есть она? Я не знаю, вряд ли.
Нет, в данный момент же продлили с 7 каталога по 14 каталог. Я имею в виду для новичка. Вот у меня сегодня Вот пришел для новичков, новичок. вот это, для новичков последний вот этот каталог, либо кто открывал, там падал, потом закреплял, они тоже Вот участвуют. смотри, Или вот как? сейчас, например, пришел новичок вот сегодня. Ты думаешь, он участвует в Турции? Да вряд ли. Нет, новичок Не пришел. Я не участвует. говорю, что новичок пришел, открыл Ага. директорский статус в этом каталоге. Да, это Кто последний. открыл? Кто Да-да-да, открыл? конечно. Вот Только он это должен был последнее. с Это для 14 новичков? каталога. С 14 каталога должен был делать по 100 баллов. А если новичок пришел после? Там, по-моему, больше у них, не знаю, больше вроде бы шансов не было. Ну, там в начале были, а так дальше, ну, он 100 баллов должен был делать. Это надо уточнить уже. Просто у меня Ага. девчонка уточняла, ей сказали нет. Хотя Ага. она сказала. Ну, уточняют по регистрационному номеру, да, как я поняла? Да-да-да, Все да. тогда. Да, по номеру они объясняют, говорят. Вон, девчонки, спасибо вам, девочки, я вас вижу, какие молодцы. Это твоя команда, да, красоточки, умнички, Да, да. активные, активные. У тебя команда в Отлетает. Кыргызстане, получается, да? Нет, у меня в В Москве России. есть, в России есть, да, в Казахстане есть, в Киргизии есть. Да, и Молодцы, я люблю есть и в вообще Турции. команды. В Турции тоже есть, хотя там доставки нету, но они работают в Видишь, командах. да, 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 жалко. вообще. Но хотят, очень хотят товары получить, но никак. Да, ну скоро будет, говорили, не знаю, никак не Мгм. делают. У нас тоже там девчонки были, которые работают хорошо, активно, но видишь, они с этими отгрузками. У меня там бриллиантовый директор живет, и прям хорошенькие девчонки, но видишь, пока закрыто. Пока закрыто, пока, наверное, Мгм. инфопродуктом будем работать. Ага. Скажите, Мария, у вас какая заветная мечта? Хоть они остались у вас или как? Или они все Знаешь, сбылись у вас, у скажите? меня, да, у меня, можно сказать, все сбылось. У меня из таких глобальных тем осталась девочка. Ага. Вот, у меня 4 мальчика. Мгм. И Париж. Ну, после Парижа уже Мгм. другие страны есть, но пока это не разглашается мужу. Я говорю, пока Париж, говорю, дальше уже список будет пополняться. Ага. Вот, а так, да, это самая-самая мечта уже, это дочка. А так цели тоже есть. Мариана очень хорошо. Что взять? Что? Объяснила, рассказала. Что еще рассказать вам, девчонки? Вы задавайте Да вопросы, давайте я вам, вопросы, да, задавайте. я вам расскажу. Я с Мгм. вами пока. Мечту. Скажите, Мария, вот тут новички есть, которые только пришли, которые не верят. Вот им что хотите сказать и зарплату ваша какая, можете сказать, чтобы они знали, что это не лохотрон. Многие не верят, да, даже мои родственники некоторые не верят, что тут реально можно зарабатывать. Да, говорят, что ты пошла в банкомат и сняла, взяла карточку, говорит, сняла и все, говорит. Я говорю, делать нечего мне. Вот дайте Слушай, новичкам. ты не показываешь им? Знаешь, у меня как было? Я как свою соседку зарегистрировала, и как она стала рубиновым директором, рассказать себе. Просто я ее забрала с собой в Сбербанк, когда снимала Мгм. деньги. И говорю, вот, говорю, смотри, говорю, я зарплату... нет, мы с ней ходили по рынку тогда, и идет сообщение. Я получила 56 тысяч от Фаберлик, я была старшим директором. И я ей говорю, ой, зарплата пришла. Она такая, в смысле, что за зарплата? Я говорю, от Фаберлик. Да, Она я говорит, знаю, как дагестанцы говорят, в смысле. да, да, да. И она говорит, от Фаберлик зарплата? Как это так? Я говорю, идем снимем вместе. И мы с ней Мгм. пошли к банкомату, сняли эти деньги, пришли, и по дороге уже с ней разговаривали. Она говорит, что делать мне нужно? У нее был такой телефон, Ага. знаешь, такой с маленьким экраном, вот с таким малюсеньким экраном телефон был у нее. Я говорю, давай, говорю, Аминка, ты начнешь работать через Одноклассники, будешь работать, приглашать людей, отправлять запросы, отправлять заявки людям, шаблоны всякие. И потом, говорю, ты возьмешь деньги в долг,
и возьмешь себе ноутбук. У нее не было ноутбука, я говорю, ты возьмешь себе ноутбук, потом уже отдашь эти деньги. Я тоже говорю вот так, я тоже ноутбук для работы мне нужен был. Многие говорят, у меня телефона нет, он должен быть у тебя. Это тебе нужно изменить свою жизнь. Это не мне нужно, я все уже поменяла. Если тебе нужна работа, если ты хочешь строить бизнес, у тебя должен быть ноутбук, у тебя должен быть телефон, у тебя должна быть записная книжка, красивая, чтобы тебе приятно было смотреть на эту книжку, и чтобы приятно было писать там. У тебя должна быть красивая ручка с твоим логотипом. Можно за 200, за 300, за 400 рублей это сделать. Но у тебя все должно быть красиво, чтобы тебе приятно было, чтобы ты вдохновлялась и шла к этому. И я ей так сказала, я говорю, Аминка, говорю, давай, вот так и начнем. Она сделала 9% вот с этого телефона. У нее такой маленький экран был, мы вот так смотрели в этот экран, чтобы увидеть, что там пишут. Но она сделала. Почему? Потому что, во-первых, она увидела, что ее соседка, мы с ней вместе сериалы смотрели. Ты знаешь, мы дисками менялись с ней. Аминка, ты какие посмотрела? Она меня посадила на этот фильм турецкий «Саваж», в то время только Да. какой-то фильм был турецкий «Саваж», там парня звали, и девочка Да. Я тоже не смотрела, помню, да. До как конца назывался смотрела, фильм. да. Да. И вот этот фильм мы смотрели, она мне кассеты приносила, я к ней, вот дисками менялись, диски, по-моему, были. И и целыми днями обсуждали всех людей, мужей, свекрух, заловок. Все были виноваты, а мы одни-две принцессы ни в чем не виноваты. Все вокруг противные, мы одни ни в чем не виноваты. И вот так мы обсуждали всех. Это был ужас просто, понимаешь? Этот негатив, который слышишь, она приносит, ты отдаешь, еще добавляешь, женщины как добавляют, ты же знаешь, одно и то же 2 раза пересказывать не могут, обязательно будет какая-то сплетня. И вот так мы сплетничали, сидели с ней. Она один день мне говорит, Марианна, ты хоть в эфире об этом не рассказывай, моя свекровь, говорит, вдруг услышит. Я говорю, они и так знают, что вы сплетничали. Говорю, слушай, ты что, Америку им открыла? Это, говорю, до нас создано, говорю, всю жизнь сплетничали, и что, мы что, лысые, что ли, женщины свободные? И я сейчас слышу, когда кто-то что-то сплетничает, я говорю, у них просто время есть. Просто у человека есть время, и он должен же что-то... Мне моя мама говорит, слушай, говорит, это человек, кто что-то сказал. Я говорю, мама, это свободный человек. У него время есть на это. Пусть рассказывает, а что он будет делать? Чего ты хочешь, чтобы он убивать людей пошел, если не сплетничать? Пусть сплетничает, говорю, ничего страшного. И вот так, знаешь, а сейчас... Сейчас ты даже не успеваешь спрашивать, как твоя свекровь там поживает, не то, что они сплетничать. И я думаю, альхамдулилля, спасибо, что забрал меня от этого ужаса. Сейчас мне вообще плевать, кто что делает, кто что сказал. Абсолютно, но я уже и не слышу это, понимаешь? А тогда я это слышала, тогда я плакала, тогда я нервничала над этим, я говорила, этот что-то сказал, вот эта вся негативная энергия шла к мужу, он меня успокаивал, вот это все, знаешь, это вся фигня, это все было, через это все я прошла, а сейчас, знаешь, Фаберлик, он изменил меня на 1000000%. Во-первых, я начала улыбаться. Я не такая была. Я была всегда злая. Свекровь что-то сказала, что-то кто-то сказал, соседка что-то сказала, та что-то сказала, та куда-то замуж, эту украли, эту засватали. И вот все время вот этот негатив в моей голове. А сейчас я вообще плевать, вообще. Я думаю, как хорошо. И сейчас я думаю только о своей команде, думаю о том... Кто-то пишет прямо про меня, девчонки, я только увидела комментарий. Да, реально, это реально то, что было у меня, понимаешь? И сейчас у меня этого нет, сейчас уже полностью. И Фаберлик я благодарна даже за то, что забрал меня от этой всякой фигни. И я сейчас вообще никакие сплетни не слышу. Почему? Потому что нет времени. Времени нет на это, на ерунду. Просто женщинам вообще нельзя время оставлять.
Они будут мучить мужей своих, они будут мучить всех вокруг, в том числе и свекровь, и заловок всех. И они будут, и я же думала, я такая хорошая, все меня не оставляют. Понимаешь, каждый так думает. Так же думает моя соседка, там двоюродная сестра, все думают, что они хорошие, остальные плохие. Почему? Потому что делать нечего, время есть. Всех нужно регистрировать. Слышишь, что кто-то сплетничает? Нужно за ухо держать и регистрировать Faberlic. Я всех зарегистрировала, у меня кругом сплетен не осталось. У меня заловка в бизнесе директора на квартиру купила. Сестра в бизнесе, свекровь осталась зарегистрировать, но она, в принципе, у меня... Когда я потом подумала, она у меня и так хорошая была. Это просто мы были противные, что у нас много времени было сплетничать и передавать эту всю информацию. Понимаешь, этот негатив, это же у тебя вот здесь собирается. И ты видишь во всех людях плохих людей. Вот когда ты все негатив, весь негатив собираешь. Это все от нас. И когда я посмотрела фильм «Секрет», я поняла, что я вообще жила неправильно. Я все сама к себе притягивала. Я когда пришла в Faberlic, я сказала, новичков не осталось, всех моя наставница зарегистрировала. Хотя новичков было миллионы, у меня там где-то около 200 тысяч новичков в команде людей, например. Но тогда я думала, что моя наставница зарегистрировала всех. Опять, видишь, негатив. Я думаю, она всех зарегистрировала, мне людей не оставила. Вот первое мнение у меня такое было. Потом я поняла, слушай, мать, ты людям кого-нибудь оставляешь, и уже вот это все зависит от нас, полностью от нас. Если мы меняем мышление, если мы притягиваем к себе... Вот знаешь, девочки говорят, у меня нет новичка, так и хочется сказать, у тебя его и не будет. Почему? Потому что ты его не притягиваешь. Ты просто говоришь, нет денег, деньги и не будут. А когда ты говоришь, есть деньги, даже когда их нет, мои деньги, у меня есть деньги, просто они в обороте. Я когда не снимала Faberlic деньги, я же накапливала, я потом 400 тысяч сняла вместе, я знаю, что людям говорила. И когда у меня нет денег на 50 баллов, а у меня в кабинете 400 тысяч. Когда нет на 50 баллов денег, я говорила, у меня есть деньги, они просто в обороте. Потому что сказать нечего было, понимаешь? Ты моментально придумываешь, что сказать людям. Моментально, на ходу. Потому что у тебя есть уже база, ты уже смотришь разные мотивационные фильмы, ты уже читаешь разные книги, и ты знаешь уже, как отвечать. Я говорила, мои деньги в обороте, хотя ни рубля в обороте не было, просто они в кабинете были. Но не скажешь, что ты уже директором стала и денег нет. Просто я их не снимала. Я их сняла, когда их было уже 424 121 рублей. Это была моя первая зарплата. А потом уже я получала на карту. Ох, это было как хорошо. Это было что-то. Когда я стала уже рубиновым директором, я благодаря Faberlic что сделала? Я очень много, знаешь, в плане материального я поменяла себя полностью свою жизнь изменила. Я купила машину, я купила 3 квартиры, 4-й дом полностью новый дом построили, потому что тут ничего не было, просто был это обычный дом. Потом мы полностью из него все преобразили, все новое, и это все здание купила под коммерцию. Это все благодаря Faberlic. И работая в школе учительница, я не была бы ни в одной... А там сколько получали зарплату в школе? Ой, где-то 13-14. Если я беру 2 смены, уже чуть-чуть больше, вот так прям. Ну, какие года это? И не давали деньги, тогда это где-то 12-й год. Но я ушла из школы, знаешь, когда я стала рубином, когда я уже 100 с лишним тысяч получала, тогда я ушла. Но опять-таки, ты сколько бы не получаешь, у тебя бывает место, куда они идут, там, операторы, аренда, помощники, там, это.
даже вот 100%, которые места, куда деньги уходят. Но когда уже большие доходы, ты уже планируешь их так, вот так, ну, чтобы и на покупку квартиры осталось. Но у меня 4 сына, понимаешь, мне не повезло баб рожать, чтобы выдала замуж, и все, кайфуй, женщина. А нет, надо сыновей, это квартиры, это машины, это Колым. Это, видишь, понимаешь, не всем повезло, не все Гаджибековы Мадины. У меня тоже трое. У меня тоже трое. Мальчики? Да. О, машалла, вот. Одного родишь, меня догонишь и поймешь, что это такое. Нет, все, хватит. Надо. Хватит. Вот станешь международным и сделаешь, иншалла. И знаешь, у Гаджибековой Мадины, у моей, 4 девочки. Выдала девочку замуж и кайфуй. А тут надо строить. Ей серебро хватает, в принципе. Но надо, конечно, девочкам все покупать. Но это тоже смотря куда попадешь. Понимаешь? Может у жениха все будет. Да, Такой да. вариант тоже есть. Может, они Вот. сами захотят все, да? Да. А машину за сколько купили? За 3 миллиона. 2? За 3 миллиона. Ага. У меня 2 машины сейчас. Я за 2 200 покупала Genesis. Мы ее в феврале стукнули. Был ураган, нас прям понесло. Меня не было, муж с сыном были. И она у нас на ремонте. Она тоже есть у меня, если что, я ее планирую, как ремонт сделают, как отремонтируют, я планирую ее заложить тоже за квартиру, потому что 4-й сын есть. Пока ему купим, я рожу, иншалла, и 5-го сына, думаю. Я не планирую останавливаться, если Всевышний дал, знаешь, когда-то я говорила, все, я не буду больше рожать, нет возможности. После одного или после второго? Второго, знаешь, даже я его не хотела родить, знаешь, вот вообще не хотела. Я думала, все, 1 ребенок хватает. Я плакала, когда узнала, что беременна на 2-го ребенка. Но я его оставила, думаю, Всевышний не оставит нас. И родители есть благо, чтобы помогать. И вот таким образом я родила 2-го. И все, я сказала, все, больше не буду рожать, вообще никак, больше нет. И вот Фаберлик, когда дал возможность, я решила, что все, мое время пришло. И сейчас я думаю, почему бы и нет. Понимаешь, я даже вижу людей, у которых 6-7 деток. Да, и знаешь, растут, какая дружная семья, как они друг к другу ходят. Вот я бы хотела, чтобы нас было не 3, а 7 было хотя бы. У меня 1 сестра, 1 брат, они мне вообще не хватают. Вообще, брат живет в другом городе, сестра тоже далеко от меня, и вот очень далеки друг от друга. А если бы было много деток, знаешь, Всевышний все равно не оставляет. Я потом поняла, что он не оставляет тебя без еды. И помощь будет всячески, со всех сторон. Вообще многодетным семьям все помогают, в принципе. Да. Поэтому не нужно бояться родить. Просто сейчас возможности есть, понимаешь? Ты сейчас, сидя дома, лежа на диване, сидя на стуле, сидя в ванной комнате, это самое спокойное место для рекрутинга. И сидя, лежа даже под кроватью, ты можешь рекрутировать. Сейчас нет той запарки, где ты должна наряжаться, костюм одеть, выйти с каталогами, навязываться каждому человеку. Сейчас ты можешь просто, сидя дома, рекрутировать, сидя дома, работать, строить команду. Ты даже свои личные 100 баллов можешь делать, сидя дома, набивая заказы в разные города разным людям. Просто голова для того, чтобы думать. Она не для того, чтобы эти уши держать. А то у нас женщины думают, что тут только веревочка для ух, чтобы их держать. В принципе, тут есть все, чтобы женщина поразмыслила мозгами и делала. Тем более, когда столько возможностей перед тобой. Знаешь, столько возможностей сейчас. Марьям, как у вас время? Сейчас, если у нас уже сейчас время идет, отключится, можем перезайти или у вас время ограничено? Да нет, слышно? мы не отключим. Нет, у меня не отключится. У тебя не должно отключиться. Инстаграм продлил эфиры.
У А, тебя продлил на что? отключается? Нет, если будет отключаться, уже Не час будет как? отключаться, потому что сейчас эфиры длятся 2 часа. А, классно тогда. Я Да, неделю да. как не выхожу, когда продлили, не знаю. Неделю Да, как не вот на выхожу днях прямо. буквально, ну, у меня эфир был 2 часа. Обновления, О, думаю, до тебя классно, тоже классно. дошли. Вот я тоже смотрю, И смотрю, это время идет, говорю, когда секунду будет это не будет показывать, не прерываться, показывает. потому что у нас... Классно. Да, да, классно. Очень рада я вообще. Да, главное, чтобы ты не зависла. Да, да, да. Я зависаю, да, иногда. Бывает Я что-то... такое. что знаешь, я говорила тебе? Вот в прошлом каталоге стала директором глухонемая девочка. Золотым А, директором. У них огромная вот, команда, это огромная команда, там очень много глухонемых людей, у которых возможности. Ты знаешь, вот эта глухонемая девочка проводит эфиры. да? Каждый день у нее эфиры. И когда ты к ней заходишь, смотришь на нее, ты понимаешь ее. Ты даже понимаешь то, что она рассказывает. В Она вашей просто команде? берет любой продукт и показывает, рассказывает об этом Да, продукте. да, да, видео я видела. Это в вашей команде, да? Да, да, даже глухонемая девочка. А сейчас вот столько информации, столько всего, столько обучений, бесплатных, платных, миллиард вещей. Просто мне кажется, сейчас слишком много обучаются люди. Мгм, да, да. Помимо действий. Вообще действия должны быть 80%, а обучение это только 20%. Ну, относительно, чтобы поняли, в день час только на обучение. А 80% это действия, действия и действия. Какие действия? Рекрутинг, СМСки, если не таргетированная реклама, если у тебя нет денег на таргетированную рекламу, делай вручную. Я тоже делала когда-то вручную, и это очень хорошо работает. Вот мой сын сейчас работает вручную. Почему я его заставляю работать вручную? Чтобы я видела статистику. Чтобы На я какое понимала, звание он в данный момент? старший, Звание у него? у него под ним есть директор, он старший директор, ему не Какой хватает, сын? да, Второй? старший. Второй? Старший? Старший. Ага. Да, мы в этом каталоге планируем утвердить старшего и 2 звания, вот директор и старшего он будет делать, иншалла, в этом каталоге, и он работает над этим. Он Мгм. просто, А знаешь, у сколько нас ему лет? 16. Ага. 17 будет. Вот в сентябре 17, и в следующем году уже можно права получить. Ты знаешь, он... Просто у нас менталитет другой. У нас мужчины не идут с женщинами общаться. Вот он не общается со своей командой. Почему? Потому что он мужчина, и как поймет другой муж девушки, если ей будет писать, хоть ребенок, да, хоть 16 лет, А но как он будет писать, работает? заказы сделала или что-то сделала. Он поэтому ему тяжело из-за того, что женский коллектив. Но у него сейчас появляются уже мужчины в бизнесе, и мне кажется, с ними он уже быстрее пойдет, и ему будет уже легко. Ему будет легко. Но Мгм. мои сыновья уже, хотя когда-то они были уже потеряны, не могли понять, чем они будут заниматься, сейчас они тоже уже слушают Довлатова вашего, прям я его обожаю, его тренинги, слушают Мгм. всех успешных людей, и они прям уже идут только в сетевой. Они рассматривают сетевой, мне кажется, не отступят. Мне кажется, не отступят. Довлатов не будут. наш. Довлатов не наш. Он с Таджикистана. Не наш. Ну да. Он с той стороны. Он нас просто в Киргизию звал Исыккюль. Да. Правильно, Ну, в общем, правильно. это город, да, получается? Ну Или да, это озеро. да. Вот туда у нас приглашал, мы так и не попали в прошлом году, но в этом уже, наверное, нет. В следующем году, иншаллах, планируем. Он в Москву часто приезжает. На обучение зовет, да, он? Вот На сейчас, обучение? сейчас у него будет обучение скоро, мы туда тоже записались уже с девочками. Да. Он нас мотивирует очень сильно просто, понимаешь, у него есть для сетевиков очень много хорошего материала, хоть русские женщины, да, Фаберлик, которые, они... Ну, там очень много мужчин, очень много. Когда мы ходили на тренинги, там только, получается, где-то 85% мужчины там были, остальные вот женщины.
Поэтому Отлично, неловко молодцы было. просто. Неловко было Да, мне там молодцы. находиться Мы тоже. онлайн будем сейчас вот Да, обучаться. онлайн. Онлайн будем обучаться, ну, мне нравится, как он мотивирует, как он преподносит, вот это прям мое, вот. Мне нужна энергетика, я не могу монотонный разговор слушать, я не могу, мне нужно, чтобы меня зажигали, чтобы горячая кровь была, а вот спокойно.